Расцвет дорожного строительства в России пришелся на 60-е и 70-е годы. Александр Александрович Калашников в то время участвовал в строительстве автодороги Москва-Воронеж. Следующей на его жизненном пути стала трасса Воронеж-Ростов. А в 69-м он приехал в Брянск и более 40 лет трудился в Брянск-Автодоре. Это самые интернациональные, как говорится, профессии. Мы строим дороги для всех, независимо от социального положения. И поэтому в основе как бы всегда и в нас воспитывали, и мы пытались воспитывать желание делать дороги как можно больше и как можно лучше. Развитие дорожной сети важно как для страны, так и для Брянской области. Как прозвучало на торжественном собрании, работники дорожной отрасли Брянщины поручение президента удвоить к 2020 году объемы дорожного строительства исполняют с опережением. Любые дороги, они ведут к людям, и без дорог, без вас ничего невозможно. Все остальное, оно как бы производное. И смотришь, вот я для себя сегодня подчеркнул, вот непосредственно и в районах, и в городе в самом очень много дорог, которые отремонтированы, есть и новые дороги, это всегда приятно. В этом году из бюджета региона, где протяженность дорог превышает 15 тысяч километров, на их строительство, ремонт и содержание выделено более 3 миллиардов рублей. Объем финансовой помощи из федерального бюджета составил 654 миллиона рублей. Это почти в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Из запланированных 257 километров дорог ремонтные работы выполнены почти на 90%. На торжественном собрании традиционно были вручены награды лучшим работникам отрасли. На сцену поднимались проектировщики, рабочие, механизаторы, водители, все те, кто прокладывает автомагистрали, ремонтирует их, обеспечивает безопасное и бесперебойное движение транспорта даже в самых отдаленных уголках. Благодаря их трудолюбию создаются условия для развития экономики, меняется к лучшему жизнь тысяч людей. Светлана Кузьмина, Сергей Анишкин, Вести, Брянск.